Скорая помощь и санавиация республики готовы в круглосуточном режиме доставлять пациентов из труднодоступных территорий во время весеннего паводка. Об этом сообщил главный врач Центра медицины катастроф Коми Михаил Сурин. При этом в традиционно подтопляемых районах или тех, что находятся в зоне риска, Усть-Целимском, Вуктыльском, Усть-Куломском, Ижемском и Прилузском уже сформирован неснижаемый объем медикаментов на время разлива рек. За нами остается не доставка медицинских грузов, а именно эвакуация пациентов для оказания медицинской помощи с труднодоступных территорий. Это, опять же, как всегда, у нас будут наверняка и охотники, которые ушли еще по льду, а вернуться уже не могут, потому что речка уже пошла. Но мы к этой ситуации готовы и работаем активно также с представителем МЧС. Впервые за последние 5 лет в распоряжении медиков 2 воздушных судна. Один борт базируется в Ухте, а второй в Усюнске. Это результат участия в федеральном проекте по развитию санавиации и медико-санитарной помощи. В среднем в период паводка вертолеты санавиации вылетают на вызовы в 1,5 раза чаще обычного. К слову, в этом году большая вода придет в Коми раньше. Начало ледохода на реках Республики Коми ожидается в конце 3-й декады апреля, а к концу мая, началу июня граница ледохода подойдет к малым рекам северо-востока территории. В связи с теплой погодой высота снежного покрова на льду уменьшилась до 5-10 сантиметров на реках юга и на 15-25 сантиметров на реках севера территории. Напомним, в зоне возможного подтопления этой весной могут оказаться 95 населенных пунктов с населением свыше 5000 человек в 17 муниципалитетах. На местах уже сформированы резервы, создан необходимый запас топлива и продуктов питания.